Поэтому особенно для медиков очень важно получить за время работы и участвуя в различных волонтерских мероприятиях бесценный опыт по спасению жизни, по помощи населению и по улучшению жизни в городе и в стране. Опять же, если вы хотите волонтерить. И я вам расскажу, в чем разница. Не хотите, это совершенно неплохо. Итак, мы разобрали с вами, что такое гражданский активизм. Мы разобрали с вами, что такое волонтеры на общественных мероприятиях. И у нас есть волонтеры, назовем это в благотворительности. То есть это неразрывное понимание, потому что есть, например, большие лиги волонтеров, не конкретно какая-то лига, есть много организаций студенческих, но это не значит, что этих людей или детей или молодежь можно выпускать там в ЧП. А стране нужны эти люди. Итак, и еще одно понятие – это меценатство. Меценатство – это общественные деятели, меценаты, которые вносят большой вклад финансовый, каких-то ценностей в развитие чего-либо, в поддержку чего-либо. Это проекты пролонгированные, длинные, они имеют какую-то историю потом. И это вклад. Если я пожертвовала в магазинчике «Помогите Талгатику» 500 тенге, я не меценат. Даже если я 5000 пожертвовала, я не меценат. Просто начинают сейчас путать, даже иногда мне говорят: Адель Розалинова, меценат, общественный деятель. Вот с этими понятиями мы сейчас, это представьте, как для вас, для врачей важно. Мы сейчас, это очень важно нам с вами разобраться, что есть что. Итак, у нас есть... семьи, да, и также больные, да, то есть это как раз ваш самый главный профиль. Больные люди, больные дети, больные взрослые – это больничные волонтеры. Больничные волонтеры. Сюда входят как сестры милосердия, так просто я, например, больничный волонтер детской онкологии. Это могут быть больничные клоуны, больничные закупки. Не обязательно быть врачом. Вы можете просто закупать памперсы, организовывать праздники, организовывать детские комнаты. Итак, вот смотрите, вот эта вот сфера, которую каждый для себя может выбрать. Кто-то любит животных, кто-то любит... хочет развиваться по своей медицинской деятельности, кто-то проникается к пожилым людям. Соответственно, чем больше масштаб, тем реже это получается. Но чем меньше, купить Абашки хлеб. Можно каждый день это делать. Там, собирать мусор, запускать проекты по сбору пластика. Это можно делать каждый день. Итак, регулярность. Дальше у нас идет ответственность.